мобильные борти. Наверняка вы видели такую демонстрационную колодную пасеку, вон там вот такие маленькие борти стояли. Эти борти делаются на деревьях, преимущественно на сосне, реже виселица, либо жату. Высота бортевого дерева должна составлять 20-25 метров, а его диаметр 60-90 сантиметров. Также деревья должны быть расположены около реки, там где воды побольше будет, и место взятка тоже, где медоносное растение. Перед тем, как делают борти, они помечают их своим специальным знаком. Здесь вы видите, вон там вот наверху тоже. То есть на башкирском называется тамгавар. Такой вот знак собственности, чтобы знали, что это дерево занято, и чтобы другой не посягал на эту собственность. Ладно, пометили дерево. И далее топором делают вот такие вот засечки на стволе дерева, такие вот своеобразные ступеньки, чтобы было легче всего подниматься по дереву. Далее с помощью плетеного ремня, который называется керама, он должен быть шершавый и делается из кожи. Он лезет наверх и привязывает деревянную подставку для ног, которая называется лянге. Привязывает эту подставку для ног, поднимается и может спокойно изготавливать борт. Лучшее время для изготовления бортей – это сентябрь, октябрь. Далее он их делает, и здесь мы видим борт саму в разрезе. У борти имеется два отверстия, это должия называется. Самое большое отверстие. Ширина должна составлять 12-18 см, то есть так, чтобы рука самого бортевика смогла туда проникнуть. Она сверху закрывается двумя деревянными дощечками, сверху и снизу, и поверх нее обязательно становится веник с листьями, липы, березы, чтобы в жилище пчел не проникал солнечный свет, ну и чтобы тепло не уходило из жилища пчелы. То есть отсюда работает бортевик сам, тот, кто занимается бортничеством. И второе отверстие, здесь мы видим такое прямоугольное маленькое отверстие. И поверх него внутрь суется обязательно такой вот деревянный вкладыш. И оставляя пространство в 1-2 см, чтобы пчелки смогли туда заходить. И так как в бортевом меде нет ничего искусственного, то есть пчелки сами строят соты, у них есть специальное железо для этого. И такие вот горизонтальные пересковины служат опорой для этих самих сот. Поэтому бортевой мед такой неоднородный, так в его составе есть воск, перга, прополис, некоторое количество даже маточного молочка. Здесь перед собой вы видите такой вот дымарь. Отбор меда происходит в конце сентября, в начале сентября, в конце августа. Мед мы забираем всего лишь один раз в год в жизни. С таких вот бортей мы забираем примерно от 5 до 10 килограммов, но это смотря от силы роевой семьи, пчелиной семьи. Все остальное 10, 15, 20 килограммов меда мы оставляем пчелам уже на зиму. Ну, такой вот усредненный вариант, как мы забираем, это 5-6 килограммов с одной такой борти. Как вот забирается отбор меда? Этим дымарем подкуриваем пчел через литок. Пчелы начинают видеть дым, начинают думать, что там случился пожар. И затем с нижней части борти они слетают в верхнюю часть. А здесь остаются незащищенные пчелами соты с медом. Затем он забирает, то есть отбирает мед, открыв вот эту вот нижнюю крышечку. Широким ножом срезает соты с медом и складывает их вот такие вот липовые батманы. То есть ничего железного не соприкасается с бортевым медом, иначе будет окисление. Здесь вы видите куницу, такой вот вредитель. Вообще, когда куница проникает в жилище пчел, оно ест не только мед сотами, но и ест самих пчел. После себя, кстати, оставляет такой едкий запах, после которого пчелы не могут залезть в свое жилище еще 2-3 года. Наверху вы, наверное, заметили такого вот медведя, который сидит на качелях. Но это такая вот старая ловушка. Сейчас она, конечно, неудобна в использовании. Раньше она использовалась часто. Как действовала такая ловушка? Вот эти качели привязывали максимально близко к самой борти. Затем медведь поднимался по дереву, замечал такое удобное место, чтобы полакомиться медом, и залезал на нем. Затем он отталкивался и оставался висеть в воздухе. Далее случалось два вида. Что случалось с ним в будущем? Первое, либо он сам падал с такой высоты и ломал себе обязательно какую-нибудь конечность,
Второе. Бортевик сам приходил в живет и убивал этого медведя. Такие вот судьба плачевная довольно. Самый такой отважный, самый важный период самой жизни пчелы – это зимовка в борте. Во время зимовки 6-7 месяцев холодного времени года пчелы никуда не вылетают, они остаются в борте и все время двигаются. Хранят до 40 мг экскременты в своей задней кишке, не совершают ничего, хранят в себе. И далее, когда в марте, теплым весенним днем, они совершают облет, то есть все это высвобождается. Во время зимы снизу начинается зимовка и вот так вот все время продвигается кверху, вслед за убывающими запасами меда. Во время зимовки пчелы совершают такой вот клубок, превращаются в такой вот клубочек. А в самом центре находится пчелиная матка, и там в самом центре из-за движения доходит даже до плюс 30 градусов тепла, так как они все время двигаются. В самом конце кольца, вне мир, так скажем, 6-8 градусов, то есть там довольно холодно, и поэтому чаще всего именно которые в конце этого клубочка умирают именно они, эти рабочие пчелы. Весной как раз таки происходит оснащение борти, и вот этот наклон потолка и пола борти играет большую роль, потому что это помогает им убирать от мусора и от трупов погибших пчел. Все это убирается, и так как это дикие бортевые пчелы, их нельзя заставить насильно туда засунуть, заселить. Поэтому мы ставим им такие вот приманки. Здесь можно видеть такие вот старые засохшие соты. Они прикрепляются к потолку борти таким вот образом. Ну, такая вот приманка. Они видят такую приманку и могут либо заселить, либо нет. То есть они заселяют в среднем лишь одну борть из 5 всего.